сетях. В регионе стартовал новый этап развития внутреннего воздушного сообщения. В Коми возобновят авиарейсы в труднодоступные районы. Об этом заявил Вячеслав Гайзер на торжественном собрании, посвященном 90-летию гражданской авиации России. Репортаж Татьяны Супряткиной. Этот юбилей авиаторы республики встречают с особым боевым настроением. Они признаются, времена, когда гражданскую авиацию лихорадило, прошли. 10 лет назад Коми Авиатранс разделили на наземную, техническую и воздушные службы. Пассажиропоток резко сократился. Если в 90-е годы в регионе летало почти 2 миллиона человек в год, то в 2000-х набиралось от силы 1050. Начали закрывать аэропорты. Я могу сказать, что было 48 лет назад. Да, потому что я работаю здесь 48 лет назад и был участником, когда авиация вся набирала силу, когда мы здесь получали в Коми, когда было управление гражданской авиации, и самолеты Ан-24, и самолеты Ту-134, и Як-40, и вертолеты Ми-2, и Ми-8, и Ми-8 МТВ, и вертолеты Ми-2. Потом потихонечку все пошло на нет, остались одни вертолеты в нашем предприятии. И вот сейчас в республике малая авиация возрождается. Сделан важный шаг. Коми Авиатранс закупил 3 новых чешских самолета Л-410 для внутренних перевозок. Воздушные суда будут летать по социально значимым направлениям в самые труднодоступные уголки региона. В рамках исполнения поручения президента Российской Федерации по повышению доступности региональных авиаперевозок сегодня мы подошли к реализации нового этапа развития внутреннего воздушного сообщения в республике. Первый из 3 чешских самолетов прибыл в Сыктывкар. И с появлением этих воздушных судов мы наладим авиасвязь между столицей и всеми городами республики, а также будем перевозить пассажиров и грузы, как и прежде, в сельские райцентры – Сыльму, Нижму, Кослов и Троицко-Печорск. Одним из приоритетов остается и безопасность полетов. Запланирована реконструкция аэропортов в Воркуте, Усинске и Ухте. Правительство Коми заключило соглашение с Федеральным агентством воздушного транспорта о реализации инвестпроектов. Финансирование уже утверждено на 2015 год. Мы будем летать во благо республики, во благо нашим людям республики и работать на благо нефтяников, газовиков, всех. Впрочем, обновление аэропортов начнется уже с этого года. Достигнуты все договоренности по ИНТЕ. После 8-летнего перерыва здесь возобновляют регулярные авиасообщения. По маршруту Инта-Ухта-Сыктывкар будет летать один из закупленных чешских самолетов Л-410. Причем цена билета не превысит стоимость проезда в купейном вагоне. Такое жесткое условие перед перевозчиком поставил глава Коми. Уже в мае в Приполярье начнется ремонт взлетно-посадочной полосы и светосигнального оборудования. Модернизация коснется и международного сектора Сыктывкарского аэропорта. Пока пропускная способность таможенного терминала очень маленькая. Отсюда длительная регистрация пассажиров, продолжительные стоянки чартерных самолетов. Выход один – увеличить площади и открыть дополнительную линию паспортного контроля, заявил глава. Модернизация даст возможность предлагать туроператорам более выгодные условия прямых международных вылетов, увеличить количество рейсов и направлений. Таким образом можно снизить стоимость перевозок. А это значит, развитие получит и туристическая отрасль Коми. Татьяна Супряткина, Олег Костромин, телеканал Юрган.